Над чем вы должны задуматься? В Коране, послушайте эти слова. Прошу, послушайте. Бог сказал: страсть к приумножению увлекает вас. И это реальность, люди. Вы отвлечены вашей жизнью. Какой потехой является ваша жизнь? Ведь солнце, я катаюсь на своем велосипеде, я пью кока-колу. Это реальные вещи. Я провожу для себя так хорошо время. Дунья, мир, он сбивает вас с толку, пока вы не посетите могилы. Да, могилы. Смерть, смерть. Это вещь, над которой мы не задумываемся. Смерть – это вещь, о которой мы позабыли. Смерть – это вещь, о которой мы даже не хотим слышать. Не говорите мне. Мы даже не называем ее смертью. Мы называем это: ударил жестяную банку, и он скончался. Он скончался, он покинул нас. Не смерть людей. Смерть – это реальность. Есть одна вещь, в которой вы можете быть уверены. Вы знаете о чем-то, в чем вы можете быть уверены? Вы хотите быть уверенными в чем-то? Это смерть. Смерть придет ко мне. Она придет и к вам. Вы можете быть богатым, вы можете быть бедным. Вы можете быть правителем земли, имея 70 миллиардов долларов на своем банковском счету. И смерть придет к вам. Ты можешь быть Обамой, или ты можешь быть человеком, который опустошает мусорное ведро. Смерть придет к тебе. Мужчина, женщина, ребенок, молодой, старый, бедный, слабый, нищий. Смерть является равноправной. Она придет и заберет каждого из вас. Что вы приготовили для смерти? Разве вы не знаете, что произойдет, когда вы умрете? Ой, я узнаю, когда я там окажусь. Но послушайте, люди, каждый понесет отчет. Каждый понесет отчет. Будь ты индус, будь ты буддист, будь ты христианин, будь ты иудей, будь ты мусульманин. Каждый понесет отчет. Смерть говорит нам: когда вы умрете, будет слишком поздно. Вы должны принять решение прямо сейчас, что вы собираетесь делать в этой жизни, в чем собираетесь определиться, что случится с вами, когда вы умрете. Единственные люди, которые говорят что-то иное, это атеисты. Они говорят, что нет Бога, что вся Вселенная – это случайное событие. Если я скажу вам, что бутылка случайно, спонтанно возникла, вы скажете, что я сумасшедший. Это просто бутылка. Это простая вещь с водой. А как насчет этой Вселенной, в которой мы живем? Как насчет нас? Как насчет наших тел? Разве мы простые? Ни один из вас не поверит в что-то подобное. Так давайте оставим атеизм просто в стороне, потому что это фантазия. Но все те, кто имеет духовное понимание, скажут вам: смерть, смерть. Это слишком поздно. Так Аллах говорит в Коране. Страсть к приумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы. Но нет, скоро вы узнаете. Скоро вы узнаете. Еще раз нет, скоро вы узнаете. Что вы должны знать, когда вы умрете? Что вы должны понять, когда вы умрете? Знаете, что вы должны понять, люди? Аллах сказал: Аль-Джахим. Вы знаете, что такое Аль-Джахим? Это огонь ада. Да, я извиняюсь, я сказал, это адский огонь. Я и не извиняюсь за то, что я нахожусь здесь, чтобы предупредить вас о дне. О дне, когда солнце приблизится. О дне, когда мы будем в поту. О дне, когда человечество будет в ужасе. Когда оно будет в страхе. Мы будем бежать, подобно опьяневшим бунтовщикам, но мы не будем пьяными. Это будет страх, который заставит вас бежать, потому что это день, который мы отрицаем. Это день, который мы игнорируем. Это день, о котором мы позабыли. И это судный день. День, когда наш Господь, наш Создатель, ваш Господь и мой Господь будет спрашивать нас о каждой вещи, что вы совершили. О каждом благом деле весом с пылинку и о каждом плохом деле весом с пылинку. Мы будем спрошены об этом. Аллах спросит нас в этот день: что ты сделал, во что ты верил? Почему ты верил в это? Что ты сделал с этим подарком? Что мы делаем с нашими жизнями? Чего мы достигли? Какого смысла мы достигли? Что мы делаем? Я чувствую печаль, когда кто-то умирает. Вы знаете, я слышал о смерти этой девушки, которая покончила с собой. Действительно, она покончила с собой через свою наркоманию.
Но в то же самое время я слушал новости и услышал историю о женщине из Сомали, которая бродила 30 дней. 30 дней она бродила со своей семьей, чтобы выжить, И мы, это общество, имеем все. И мы ее отбросили, взяв наркотики и самоубийство. Это смешно. Что мы можем предложить? Кока-колу? Машины? Осквернение, депрессию, наркотики. Действительно? Вы размышляющие люди, вы сели и подумали о своей жизни. Вы задумывались, откуда вы и куда вы направляетесь. Вы задумывались о смерти, подготовились ли вы к этому путешествию. Знаете, люди мои, любой из вас бывал в отпуске. Знаете, что бы вы делали, если бы вы отправились в чужую страну? Вы бы подготовились, вы бы открыли визу, вы бы взяли валюту, вы бы узнали о заболеваниях, что есть в этой стране, вы подготовили себя. Что вы приготовили для дня, когда вы встретитесь с вашим Господом и вашим Создателем?